Друзья, всем привет! За моей спиной ратуша, на которой я сейчас разверну, показать тех, кто уже собрался. У нас в Вильнюсе вот только закончился ураган, был очень сильный, закончился дождь. И вы видите ратушную площадь за моей спиной. Вон еще к нам идет еще один из наших членов народной громады, Александр Гречишников. Сегодня Йонас Дэй, день Ивана Купала, это государственный праздник в Литве, очень большая жара. И люди разъехались, Вильнюс практически пустой со вчерашнего вечера. Потихоньку подходят люди. Акция сегодня посвящена суду над Николаем Викторовичем Статкевичем, Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Арсеном Саковым, Дмитрием Поповым. Ой, Владимиром Цыгановичем не упустила. Очень громкая музыка. Я, наверное, отойду чуть подальше. Литовская мэрия разрешила нам сегодня провести эту акцию на ратуше. Мы хотели вчера сначала сделать ее там возле Сейма, но потом решили все-таки не отвлекаться, провести ее все вместе. Сегодня эта акция проходит в 6 странах. Кроме нас, это, по-моему, в 7 часов должны начаться прямой эфир и телемост с Польшей, с Украиной. Завтра будет в Канаде и в Штатах, и должна присоединиться еще и Германия. Вы сегодня видели, как проходит этот, я не могу сказать, что это суд, это судилище. Видим, что заключенных, наших лидеров, наших героев, людей, которые смогли поднять всю Беларусь, разбудить всю Беларусь в прошлом году. Их не просто привели закованными в наручниками, а руки у них были скованы за спиной. Но вместе с тем это не сломало ни одного из них. Николай Статкевич, когда вошел в зал суда, вошел в эту клетку, он крикнул «Живее Беларусь!». Мы видим, что он остался таким же, как был год назад. Я последний раз с ним виделась 30 мая, когда мы разъезжались. Он на Комаровке должен был 31 мая быть. Я уезжала в Гомель. Павел Северинец, Витебск. Ольга Ковалькова, Могилев. И я сегодня, больше чем через год, увидела того же человека, который дал мне напутствие. Смелого, сильного, мужественного, с осанкой офицера настоящего героя, которого не сломали ни одиночки, ни карцери, ведь он целый год был в одиночке. Все, что можно было испробовать, на нем испробовали. Мы увидели Сергея Тихановского. Сергея, которого мы помним очень хорошо, который тоже остался несломленным. Увидели Цыгановича. Увидели Артема Сакова, увидели всех ребят несломленными, сильными. И представьте, как сильно они боятся их, что они посадили их в клетку с закованными руками за спиной. 6 стоят лбов, 6 ОМОНышей этих безмозглых вокруг клетки и смотрят на них. И боятся. Нагнали губопиков из Минска. Раскидали их по кварталам для того, чтобы отслеживать людей, которые захотят прийти под СИЗО, поддержать наших героев. Одного из наших активистов на подступах задержали. Он сейчас находится в советском РОВД города Гомеля. Другим удалось остаться незамеченными. Мы вчера разговаривали про это и проговорили, что для того, чтобы остаться на свободе, нужно использовать ту же тактику, которую я использовала в прошлом году, 31 мая, когда мне удалось с
моими друзьями приехать вести пикет и уехать оттуда. Они приехали тоже переодевшись, они вышли в других местах, и они приехали на машинах не с минскими номерами, а с гомельскими. Пусть боятся, пусть думают, есть у нас задача освободить наших героев или нет. Но одно я хочу сказать, мы сделали самое главное, для чего работали эти месяцы. Мы сделали то, что призывал Николай Статкевич сделать год назад. И говорил, что без этого нельзя обойтись, нельзя свалить Лукашенко. Мы добились санкций. И сегодня Макей уже попросил, позвонил и начал переговоры, начал торговлю, торг политзаключенными. Я раньше говорила, что эти тысячи политзаключенных были набраны именно для того, чтобы потом торговаться. Старая излюбленная тактика Лукашенко и его прихвостней. Торговаться политзаключенными. Я сейчас переключила на себя, чтобы сзади было видно моих товарищей, чтобы было видно, что мы, члены Народной громады, сегодня пришли в майках. Народной громады «Свободу Николаю Статкевичу». Сейчас у меня на голове кепка «Страна для жизни». Эту кепку Сергей Тихановский подарил мне в ГАИ, когда исполнил свою песню «Почесуешь шабляком». Она со мной проехала уже всю Беларусь, ну и сейчас находится в Литве. Вы знаете, мы добились санкций. Но если белорусы будут надеяться на то, что только эти санкции помогут свалить Лукашенко, то, увы, ничего не получится. Сейчас очень многое зависит от белорусов. Мы призывали белорусов осенью не ходить на работу. Те, кто боится пойти на забастовку, просто не ходить на работу. И сейчас вы видите, против скольких заводов ввели сейчас санкции. Эти санкции уже будут секторальными. То есть вы, если будете ходить, то будете ходить на работу только за копейки. Я думаю, что зарплату скоро начнут задерживать. Будут трясти бизнесменов. Ну да, что-то они вытрясут. Насколько хватит этих кров? Айтишники уехали, бизнес развалился. Сейчас самое время не ходить на работу. Смелость тренируется. Так случилось с Николаем Статкевичем. И мы потом много раз вспоминали это, когда выходили на пикеты, на марши, на акции. Так вот, самое время сейчас белорусам, сейчас лето, никто с голоду не умрет. Самое время белорусам сейчас уйти на забастовку. 3 недели забастовки, санкций, и Лукашенко просто сдохнет. Он сдастся. Сейчас он пытается упугать военным положением. Но какое военное положение, если люди останутся дома и не пойдут на работу? Кого он будет пугать и задерживать? Даже хочу вам сказать, что, возможно, и ковида тогда станет. Подумайте. Может быть, сейчас невозможно выйти на улицу, но сейчас можно остаться дома. На 3 недели остаться дома. Вспомните, что говорил Сергей Тихановский. Ключи от наших камер в ваших руках. Он просил быть пожестче. Он просил об этом Светлану. Он просил об этом белорусов. Хватит уже обсуждать планы, у кого хуже, у кого лучше. У Карач, или у НАУ, или у Тихановской. Пора самим начинать с себя. Пора себе честно сказать, если от того, что будет дальше в Беларуси, зависит от меня. Я должен делать то, что могу делать. Мы видим то, что они за этот год не сломались. Они были, они сидят за нас. Они делают то, что они могут делать. Вплоть до того, что Николай Статкевич, я сегодня писала его цитаты. Николай Статкевич говорит, что мы готовы принести эту жертву. Мы готовы сидеть в тюрьме за свободу и за новую демократическую Беларусь. Давайте ответим на вопрос, что мы готовы сделать для себя и для своих детей. Вот те же литовцы, они ответили 30 лет назад, что они готовы
потерять жизнь ради свободы своих детей. Беларусь – это огромный концлагерь, он будет становиться только хуже. Знаете, я сейчас читаю книгу про Освенцим, о том, как там было создано все, о том, как выбирали самых трусливых и жестоких заключенных, которые становились надсмотрщиками, становились главами барака. И дальше шла та же от отряда к бараку. И таким образом выстраивалась вся эта власть фашистов над заключенными. И то же самое было у нас. Мы на маршах видели 100 ОМОНовцев, нас было сотни тысяч, больше. Но мы от них убегали. Сейчас мы знаем, что их не сотни тысяч, их на всю Беларусь, пусть там 30 тысяч, да, а нас несколько миллионов. И если мы останемся дома, для начала останемся дома, то очень скоро наши родные, наши друзья, наши дети выйдут из этих тюрем. Мы будем дальше писать и кричать. Мы будем дальше работать над тем, чтобы освободить политзаключенных. Но, к сожалению, самые активные, самые смелые сейчас сидят в тюрьме или выдавлены за границу. Много тех, кто действительно настоящие лидеры, они сейчас находятся в тени. И они должны быть в тени. Вы сейчас не умрете от голода. Слава Богу, что уже спустя этот год белорусы познакомились друг с другом. Белорусы узнали друг друга. Белорусы научились помогать друг другу. И я думаю, что если кому-то будет нужна помощь, чтобы посидеть дома, то вам помогут соседи, вам помогут друзья. Друзья мои, давайте к августу освободим политзаключенных и освободим Беларусь. Это все, что ждут от нас те, кто сейчас находится в тюрьмах. Люди, которым светит по 15 лет тюрьмы за нашу свободу, за то, чтобы мы жили лучше. Ведь можем же и мы что-то сделать для них, хотя бы такую мелочь, как остаться дома. Я почему-то включаю чат, но не вижу сообщений. Почему-то мне не видно чата, я не знаю, в чем дело сегодня. Ни одного сообщения не видно. Сейчас разверну камеру и пойду, спрошу телефон, с которого посмотрю, может там будет виден чат. Вот. Сообщений нет. Странно. Такого не было никогда. 105 человек смотрит, и нет совершенно сообщений. Напишите хотя бы свободу политзаключенных. Поддержите политзаключенных. Им очень важно. Мы передаем, стараемся сейчас передавать. Жарко. А представьте, что сейчас делается в камерах. Когда я была на Окрестина, мы сидели в полуподвальном помещении, у нас не было окон, у нас не было света. Ну, я имею в виду дневного света. Мы сидели в сырости и в холоде и мечтали о том, чтобы о солнечном свете и тепле. Но я знаю, что те, кто сидели на 3-м этаже, там было под 40 градусов, там была такая страшная духота, что люди теряли сознание от этого. Представьте, как сейчас людям в тюрьмах. Я знаю, что вы боитесь, но я предлагаю действительно реальный способ. Мы об этом кричим уже с осени. Забастовка – это то, чего боится Лукашенко больше всего. Мы добились этих санкций, но добились их не для того, чтобы белорусы жили год, 2, 3, 5, так как живет Венесуэла, чтобы они умирали от голода. Мы добились их для того, чтобы нечем было кормить ОМОНовцев, для того, чтобы освободить политзаключенных, для того, чтобы освободить Беларусь. Поэтому давайте, покупайте тушенку. Картошка уже подрастает. Через
пару недель уже будет своя. Уже можно смело оставаться дома. Просто закрываться и оставаться дома. Вывести детей в деревни. Оставить их там. И просто остаться дома. Мы сейчас будем писать все новости и на канале, и в телеграм-канале, и здесь. Будем, пока идет суд, мы будем сообщать все новости. Но, как сами понимаете, суд закрытый, и это редкие кусочки того, что нам удается узнать, крохи информации. Вы знаете, насчет того, что пора брать тюрьмы штурмом, это была мечта. В прошлом году, когда мы стояли под Володаркой, мы не собирались тогда брать ее штурмом, но мы собирались стоять там до победы, пока не выпустят политзаключенных. К сожалению, тогда колонну увели из-под Володарки, и больше ни разу ее туда не пустили. А ночью вывезли Садкевича, Тихановского и нескольких других в Жодино. Все. Тогда начался перелом, к сожалению. Поэтому штурмы, для того, чтобы брать штурмом тюрьмы, у нас нет такого организованного сопротивления. Но мы можем сделать лучше. Мы можем сделать это бескровно. Мы можем просто остаться дома. Вы сейчас видите, вот мертвый Минск, да, пустые закрывшиеся магазины. Вспомните, что было даже в прошлом году, когда мы ходили в бело-красной одежде, когда были велопробеги, какие в едином порыве, и что делается сейчас. Неужели мы не хотим себе вернуть снова ту свободу и ту радость, которая у нас была тот подъем в прошлом году, когда появились первые глотки свободы? Перемен сейчас слышите, да? Мы ждем перемен. Мы все ждем перемен. И чем жестче становятся репрессии, тем больше мы хотим этих перемен. Тем больше мы в них верим. Но еще раз говорю, чудес не бывает. Бывает, но очень редко. Но на чудо надеяться это бесполезно. Только наша работа может это чудо приблизить. Знаете, старый еврейский анекдот, когда еврей жалуется Богу, что почему я не могу выиграть в лотерею, а Бог ему отвечает: да я уже все тебе сделал, я тебе полностью помог, ну ты хоть лотерейный билет купи. Так вот давайте купим этот лотерейный билет, давайте сделаем то, что как можно меньше, как можно по максимуму безопасно для нас. Если не забастовка, то остаемся дома. Потому что только мы можем освободить тех, кто сейчас в тюрьмах. Вот сейчас к нам идут литовцы, потому что очень много сейчас видите туристов. Уже практически отменен карантин. И закончился дождь, вечер, и начинают люди собираться на площади, они слушают музыку, они видят бело-красно-белые флаги. Большинство людей знают, что то, что происходит в Беларуси, и болеют за нас. Да, и, кстати, вспомнила про немца, который был у нас в лагере. И вот сейчас мы разговаривали, что, в принципе, наша задача, под которую мы лагерь этот ставили, она выполнена. Мы добились санкций. Сейчас мы планируем сделать большие билборды на границе с Белоруссией, где поместим портреты политзаключенных, поместим их выражения, поместим правду о том, что происходит в Беларуси. Договоримся с пограничниками и поставим их там, чтобы все проезжающие видели и читали, что происходит в Беларуси. На сегодняшний день, наверное, скорее всего, мы лагерь будем сворачивать, потому что на 26-е планировалась еще одна блокировка дороги. Ну, в принципе, наверное, молодежь выйдет для открытия наземных пунктов пропуска, то, что они просили. Но самая наша основная задача – секторальные санкции против Лукашенко – мы добились. Спасибо всем диаспорам, спасибо штабу, спасибо НАУ, спасибо всем тем, кто подписал обращение женщин за то, что были санкции. Все вместе, видите, вот когда мы беремся и делаем что-то в группе, тогда мы добиваемся самого главного, мы добиваемся своих целей.
Вы знаете, возможно, что-то с микрофоном. Я сегодня записывала видео. Записывала видео утром, и тоже был очень плохой звук. Надо проверить микрофон. Тем более музыка очень громко кричит. Друзья мои, если звук плохой, то, наверное, я тогда попытаюсь потом еще записать несколько интервью с нашими... Да, это ратуша, кстати. Я сейчас отойду подальше, покажу вам. Это Вильнюсская ратуша. Вот. Действительно, очень красиво, очень свободно. Вы можете себе представить, чтобы мы так могли стоять в Минске, где горосполком? Гомель глушит? Да, кстати, вполне возможно, что Гомель может и глушить. Сегодня пришли те, кто остался в Вильнюсе. Но завтра собиралось много людей ехать в лагерь. Но сегодня, я говорю, мы сейчас будем обсуждать новый формат того, что будет в лагере. Будем разговаривать, как мы это сделаем, потому что в лагере сегодня тоже молодежь наша практически вся в лагере осталась. Нам повезло с погодой, я хочу вам сказать, у нас сегодня с утра было 35 градусов тоже, вчера было очень жарко. Ну вот наша знаменитая мемная собачка пришла тоже, которая на всех акциях присутствует. Огромное спасибо литовцам за их поддержку. Ну, вы видели, да, я рассказывала в прошлый раз, что блокировка дороги была разрешена. И как бы не злились местные желтые пропагандистские каналы лукашенковские до этого, как бы они не лили грязь на литовцев и на нас, но литовцы разрешили блокировку только для того, чтобы Беларусь стала свободной. Сейчас мы еще, наверное, сделаем митинг. Я не знаю, может быть, оставлю, потому что мы собираемся сделать такой небольшой митинг, где люди будут в микрофон рассказывать, почему они здесь, как они здесь оказались, для того, чтобы как можно больше людей это знало. Я тогда сниму, наверное, скорее всего, это видео, чтобы не затягивать уже стрим. И потом выложу это кусками видео, в том числе на канал Николая Статкевича. Да, вы знаете, у меня сегодня текли слезы, когда я видела Николая Викторовича в суде, когда увидела Сергея. Сейчас к нашим БЧБ флагам и в том, что мы ходим в одежде, со знаменами. Мы так привыкли, для нас это уже как-то так естественно. Иногда мне кажется, когда я на границе стою, что я могу сейчас сесть на автобус и приехать домой. А потом я вспоминаю, что даже границы я не перееду. Больше всего нам всем здесь стоящим хочется побыстрее вернуться домой, в свои дома, на свою работу, в свои любимые города. Своим детям. Вот стоит мама Виталика Прохорова из Жлобина, сын которой в колонии в майке, с сыном. Представьте, как она мечтает о том, чтобы обнять сына. У нее в Беларуси остался еще маленький сын, 11-летний. Ей пришлось бежать. Потому что, может, вы знаете эту историю. КГБ, когда ее похитили в Жлобине, они предложили ей сделать выбор. Предать админов свободного Жлобина. Это очень канал, признанный экстремистом, очень крутой канал, телеграм-канал, в обмен на свободу своего сына. И она отказалась это сделать. Но ей пришлось бежать. Бежать, срочно уехать в Литву. Сын младший находится с отцом.
Поэтому, если кто-то думает, что люди уехали и здесь находятся в Литве, в Украине, в Польше, в других странах, потому что они захотели лучшей доли, увы, нет. Им пришлось сделать выбор. Садиться на многие годы в тюрьму или уехать и бороться за своих близких и за политзаключенных. Вот к нам идет Светлана прекрасная. А ты можешь рассказать, вот почему ты здесь? У вас туда, я думала, я не буду в камере. Да, добрый день. Так. А я на самом деле Вероника звала, чтобы вы нам промову прочитали. Сейчас сделаю, ну ты расскажи. Кстати, Светлана сама из Мозыря, и Мозырь нас смотрит, я знаю. О, здорово. Живе Мозырь и живе Калинкович. На самом деле я родилась в маленьком городе Калинковиче, училась в Мозыре, потом поступила в Минский ИНГЯС, откуда и была отчислена на втором курсе. Была выдающейся студенткой, пела в студенческом хоре, была в правкоме, такая, типа, активистка, комсомолка и просто красавица. Но все-таки через кровь, через молоко от матери мне передался интеллект, и еще с ранних лет я понимала, в принципе, вкус зло, поэтому я не смогла смотреть спокойно, когда выборы украли первый мой в жизни голос, потому что выборы 2020 года были первыми в моей жизни. Я, как и все, как и многие белорусы, вышла на улицы со своим протестом, со своим против. И уже в университете я продолжала участвовать в акциях студенческого протеста. Мы пели песни, открылись в 12:35 в Миньяде на площади Победы. И, ну, и как и многие, была замечена ректоратом. Вот, у нас просто ректор сменился, вместо нашего любимого ректора поставили женщину из Белой Руси. У нас появился проректор по кадрам и безопасности, который всех прижал к ногтю. И, собственно, после моего отчисления посыпались угрозы из правоохранительных органов. Меня пытались внести в дело как свидетеля, а потом, когда я сказала, что я не буду давать показания, потому что на своем законном основании я имею право не свидетельствовать против себя и своих близких людей, мне стали угрожать, что я из разряда подозреваемых, разряд обвиняемых уголовного дела. Я уехала из Беларуси спустя несколько дней после того, как я уехала. Я узнала, что я уже перешла в разряд обвиняемых по уголовному делу. Я уже не выездная из страны, но меня это не особо опечалило, потому что из страны я уехала, собственно, вот. А сейчас мы живем в Вильнюсе, чувствуем себя практически в безопасности, но то, что происходит в Беларуси, действительно волнует нас и по сей день. Болью смотрим на все кадры, которые доходят до нас из Беларуси. Мозырь, Калинкович, держитесь, Беларусь, Пишут, что ничего не слышно, очень шумно. да, хотя вроде очень громко говорила микрофон. Громче обычно. Ну, очень громко музыка включена, поэтому сложно. И Света старалась очень громко говорить в микрофон. Сейчас меня зовут для того, чтобы я выступила, сказала промоу. Песня громче. Кстати, он только что ко мне подходил Космос, все Космоса знают, он тоже, это комендант нашего лагеря в Медининкае, он постоянно там присутствовал и сюда приехал, привез новую колонку для того, чтобы провести эту акцию. Ну, сейчас я тогда пойду, возьму микрофон, поставлю немножко. Слышали? Это наш Александр Гречишников крикнул: «Верим, можем, переможем, Лукашенко в гроб положим». Так, а вот это знаменитый, вы, наверное, знаете. Это Лауринос, литовец, рубик правду, что-то такое. Это местный ебатька знаменитый, которому Ольга Карач плюнула в лицо. Воду полить вязь для каждого
Пусть каждый политвязень будет обязан. Его уволили с работы, и, в принципе, даже местные ебатьки с ним уже не хотят общаться. Они сразу говорят, нет, нет, отойди от нас, мы с тобой рядом стоять не Алексей хотим. Навальный. Да. У меня что-то закончились эти речи. Надо, чтобы кто-то американские наши спонсоры подкинули в донатик. Без донатиков не будет вам и чатиков. Я пока оставлю и пойду, тогда подойду, пойду к микрофону. Во время этого все, друзья мои, верим, можем, победа будет за нами. Здравствуйте. Ближе там доторгались до границы, и там уже все перекрыть, чтобы ни один иракский беженец не прошел здесь нашу свободную Литву, которую мы сейчас спасаем от режима Лукашенко. Все, друзья, это примерно так. Хотели увидеть, как высыпать змогри на моем канале? Ну вот, увидели. Узнаю, это было тепло. Тепло. Я чуть мозг захотел. Да. А почему это все строят? На ступени каждого на ступени. Рядом. О, здравствуйте, здравствуйте. Ну я вижу, вы уже здесь почти год. Да? Ну и как? Все хорошее и хорошее. Работа, я ну, я понимаю, так столько времени без работы прожить невозможно. Я крутой айтишник, я могу себе позволить много чего и здесь, и везде. Ну, вот я и говорю, когда спрашивают, как ты здесь в Литве, людям я говорю, если вы там, у вас хорошая специальность, то вы можете спокойно бегать от тотального режима в Литву. Проблема у людей с языком. Им, чтобы работать, ну, не айтишник, я знаю английский, а дальше люди бегут, знают только русский. Ну, И это большая проблема, устроиться на работу, в той же обслуге, доказать свои сначала дипломы надо и всякое такое. Это очень много работы. А люди бегут, они срываются с места сейчас назад. да. И Не понимая, не понимая, потому что там понятно, там посадят или убьют. Я тебе серьезно говорю, я был там. Ну, я был в тюрьме. И убивали людей. я не буду комментировать. Ну, я лично... Пусть будет ваше. Я Друзья, лично я. белорусы, Вильнюс. Да, людям тяжело. Сегодня мы собрались здесь на акцию, Другим сложно. акцию солидарности Какие еще с нашими героями, какой профессии? с лидерами белорусского протеста, над которым Строительство очень хорошо заходит. началось закрытое судилище. Там уже и это языковое. Сегодня мы смогли увидеть, Так как Потому что тут почти очень все много понимают. как их привезли, Но в обслуге так привели иностранные клиенты. в так называемый суд, Если ты как биолог, что здесь? как их заводили в клетку со скованными сзади за спиной наручниками руками. Работать в обслуге, так Причем это судилище проходит за многометровыми стенами, обтянутыми колючей проволокой, в СИЗО. чтобы ее Власть настолько боится наших лидеров, что-то есть. боится того, что мы снова выйдем на улицы, чтобы их освободить, что закрылись вместе с ними за этими стенами. Там было 450 лет. 6 ОМОНышей стоят вокруг этой клетки. Вокруг клетки с безоружными Все организовать. людьми. Для чего они там стоят? Из-за страха. Лукашенко говорит, что протест сдулся. Но при этом
сковывает людям руки наручниками за спиной и прячет их за стенами с колючей проволокой. Боится допустить туда журналистов, потому что протест сдулся. И более того, когда сегодня наконец-то ввели санкции, целый год мы боролись и бились за это, Макей начал звонить и торговать политзаключенными. Ну да, нет, Кольцо вокруг них сжимается. И только в нашей силе, сколько они просидят еще за этой колючей проволокой, сколько еще приговоров будет. Мы, белорусы зарубежья, сделали все, что смогли. А белорусофобии практически. Мы смогли добиться санкций. Сейчас дело за белорусами. Пора выходить на забастовки. Пора оставаться дома. Пора освобождать политзаключенных. Это не сделаем мы на 150 джипах. Это можете сделать только вы. А мы со своей стороны будем делать все, что можем. Живи Беларусь! Свободу политзаключенных! Свободу Николаю Статкевичу! Свободу Игорю Лосеву! Свободу Сергею Тихановскому! Свободу всем тем, кто ждет от нас наших решительных действий. Живи Беларусь! реальность может напасть. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Утверждать, Свободу политзаключенным! утверждать могут все. Я утверждаю это. Хорошо. Все. И ваша точка зрения меня не особо интересует. Нет, Я здесь. Казалось бы, и когда мы ведем стримы, некоторые спрашивают, вот вы бы лучше вышли бы... Это Наталья Колигова, потому что это Я думаю, организатор, каждый из нас сделал маленькую, но руководитель очень большую часть. общественной организации «Допомога», Каждый из нас зажигает организацию вечером свечи около помощи посольства. беженцам. И поддерживая мемориал, напоминает, что мы здесь и будем долго стоять и поддерживать людей, которые там. Мы даем им ощущение той энергетики, того посыла, которое может быть. И действительно, никто не изменит ничего, если сам там не выйдет. Кто-то выйдет к тракторному заводу, кто-то просто не выйдет на работу. Понимаете, не надо кричать «Живи Беларусь», но можно просто действительно не выйти на работу. Можно просто не спонсировать праздники, которые устраивает та власть. Есть много разного. Тем, что мы сегодня здесь выходим, и вот кто-то прячет свои лица, кто-то не прячет свои лица. Это есть, только даже, знаете, в последнее время хотела бы вам сказать, Гайдукевич после того, как посадили самолет с Протасевичем, сказал, что будет вывозить багажник. Знаете, что они сделали самое главное? Они посеяли страх. Ну, никто не будет вывозить багажников. Понимаете, никто не будет идти, никто не будет следить. Они сеют страх даже в нас, в тех людях, которые находятся здесь на свободной территории. Вдруг всем стало страшно. Мы все во всех стали видеть шпионов, там, не знаю, тихарей и кого-то еще, подозревая даже, может быть, друг друга. Послушайте, это всегда было. Я живу здесь очень давно. Это всегда было. Все, что мы можем, если мы здесь, находясь в Литве, будем опасаться и бояться, что говорить людям, которые остались там, в Беларуси? Да все, что мы можем, это говорить открыто. Знаете, у меня, если я рассказывала про медвединкайских таможенников, скажем, которых расстреляли, да, в июле 91 года, когда была уже свободная Литва. Пришли ОМОНовцы и расстреляли. Не все так было просто и легко в Литве, но в то же самое время, скажем так, было много различных таких же моментов. И мы рассказывали, мы собирали на 13 января, было 30 лет, когда около башни погибли люди в Литве. Послушайте, борьбы было много. И всего было много, и разного было, но была вера бесподобная. И когда, знаете, мне очень понравился наш политик
и сигнатор, человек, который подписал акт независимости, Эммануэль Зингерис, наш большой друг, который нас поддерживает, когда 7 был отлит бензина, здесь топливом точнее, в Литве, потому что чтобы только, если вдруг будет взрыв, то пускай бы люди были готовы погибнуть. Вот они шли такого. Но второе, когда его отправили уже отсюда в Швецию, его жена ему по телефону сказала: ты просто говори, ты постоянно говори. И знаете, да, хорошо, что ввели санкции, безусловно, и хорошо, что мы все время поддерживаем повестку. Почему мы здесь сейчас с вами? Чтобы поддержать эту повестку. Для того, чтобы постоянно Беларусь не уходила ни из каких инфопотоков. К сожалению, борьба изменилась. К сожалению, сейчас в первую очередь мы все живем в инфопространстве. И наше дело показать, что очень важно, что необходимо давление на ту страну. Мы должны говорить. Мы не должны бояться, что завтра за нами там пристроится какой-нибудь тихарь. Да бог ты мой, ну, послушайте, никто не отменял полицию, слава богу, мы живем в этой стране, если страшно, вызывайте 112. А если, они же больше боятся, они на чужой территории. Послушайте, они боятся, вы посмотрите, как посольство боится, да? Мы выходим, зажигаем там свечи, мы кричим им позор, мы кричим, они боятся нас, всего лишь людей, вышедших с флагами. Послушайте, кому еще? Я вас просто прошу, будьте смелыми здесь, потому что, будучи смелыми здесь, мы своим, скажем, своей этой энергетикой мы поддержим людей там. Мы сделаем много, мы поможем им, там, не знаю, протянем руку помощи, когда они побегут сюда, или наоборот, когда им надо будет вернуться туда. Некоторые возвращаются, потому что им нужно дальше продолжать какую-то свою борьбу. Мы должны помогать, мы должны быть смелыми и сильно выступать, и говорить, и призывать, и помогать другому. Мы должны быть смелыми. Вот я не люблю это слово «должен», но в данном случае мы должны показывать солидарность друг с другом. У нас нету этикеток, неважно, кто с кого, кем когда-то приехал. Еще раз говорю, пришел он самостоятельно, пришел он через какую-то организацию, фонд. Это не важно. У нас есть одна национальность, общая, вне зависимости от того, какая кровь, значит, это общая национальность на сегодняшний момент Беларусь. И это сейчас смелая национальность. Знаете, я встретилась на днях с девушками смелыми, которые пришли к нам из Гродно. І вони мені вдруг напомнили именно тех белорусов, не тех, кому объявлено життя, не тех, кто может так треба. Моя бабушка в партизанском отряде была под Логойском. Это в 40 километрах от Минска. Слушайте, они держали этими партизанскими отрядами целые деревни. 40 километров от Минска, где были фашисты, они держали под своим контролем. Страшно было, у них были дети, бабы, родители. Они держали, они были там, они боролись. Послушайте, ну что же нам точно совершенно не страшно. И я очень точно верю в то, что каждый из вас, каждый из нас может сделать одно маленькое дело. Помочь другому человеку, поддержать, рассказать, накормить, напоить, выйти на акцию, не знаю, распечатать вот плакат, пойти к посольству, зажечь свечи. И самое главное, быть смелым. Поэтому живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! И смелость принадлежит белорусскому народу. Да, вы правы, да. Ну, просто этого не осознали. Это не я. Я говорю твою. Я очень рад, что мы сегодня, к сожалению, повод не очень веселый, точнее, очень даже печальный. Судят наших товарищей, наших друзей, наших коллег по борьбе с этим, я бы сказал, очень даже фашистским режимом Лукашенко, который уничтожает людей,
который начинал создавать что-то подобие концентрационных лагерей в Белоруссии для протестных движений. Это было все создано на базах пограничников под Дзержинском, скажем так, это точная информация, и в некоторых других местах. Но люди все равно не боялись. Люди все равно показывали, насколько сильно они ненавидят то состояние страха, которое царит на территории Республики Беларусь. Сейчас там начинает с каждым днем ситуация все ухудшаться и ухудшаться. Если раньше у нас был один такой Юрий Чиж, который был великим олигархом, другом Лукашенко, мало кто знает, что этот Юрий Чиж сейчас уже 3-й раз сидит в СИЗО КГБ. Первые 2 раза Лукашенко, когда у него заканчивались деньги, его туда сажал, и Чиж со взятки оттуда выходил. 10-15 миллионов долларов, но выходил. Сейчас 3-я ситуация, он долго не выходит, потому что денег у него уже не осталось. Дальше эта власть лукашенковская начинает, на данный момент мы видим, арестовывать уже с каждым днем все больше и больше более мелких предпринимателей. То есть деньги у власти заканчиваются. Им уже не за что кормить своих наемных псов в виде ОМОНовцев, которые убивают и душат своих людей. В милиции тоже сокращается контингент, они тоже начинают, здравые люди, уходить оттуда, несмотря на то, что некоторых из них начинают сажать в тюрьму. Остаются только очень даже много необученных людей, извините, которые даже в основном иногда и среднюю школу не закончили. Сейчас они составляют цвет милицейский, сейчас они пытаются, так сказать, творить суд над нашими людьми. И предприятия тоже катятся, предприятия тоже сваливаются, потому что вся политика Лукашенко это взять в долг у России, никогда ей не отдавать по одной простой причине, что Путин почему дает деньги? Ракеты от Польши долетают гораздо дольше, чем, грубо говоря, от Орши. Этого боятся и российские правители, и на этом играет Лукашенко. Он только из-за этого остается у власти. Давно бы его уже скинули, он никому не нужен. Он безграмотный правитель, он безграмотный человек, он выражение. Он человек из колхоза, который, впрочем, и не видел, как жить, зачем жить и куда жить. Хотя в деревнях очень много грамотных людей, которые дадут фору даже некоторым академикам в Академии Республики Беларусь. Мне удивительно, почему человек, который выходец из Советского Союза, который душил церкви, это я про Лукашенко сейчас, да, который был депутатом, это очень важно сказать, что за год не судили ни одного убийцы, не судили ни одного карателя. Это показатель того, что ждет Беларусь. Когда будут, вот литовцы, кстати, туристы пришли, слушают и смотрят, ни одного не судили, ни одного карателя, не судили ни одного убийцу. То есть в будущей Беларуси они просто получат квоту на отстрел, наверное, белорусов. И тут я увидела, он не человек, и верить ему нельзя. Увидела в чате, что ведет только к глобальной пропасти. Туда уже Тихановские алкоголики. В наших силах я не знаю, кто это написал, но вряд ли человек, который знал Тихановского хотя бы шапочно. Просто приехали Тихановский работал по 20 часов в сутки. Это я могу сказать как человек, который проработал с ним полгода. Он работал всегда в дороге, он спал у рынка. Более работоспособного человека, очень сильного управленца, горячего, идей и умеющих людей воплотить, я встречала очень мало. Поэтому к нему можно относиться по-разному. Он был, наверное, может, слишком шумный, иногда слишком самоуверенный. Но то, что это был человек действительно с огромной харизмой, здесь просто... Здесь нельзя говорить, с этим даже не поспоришь. Иногда те люди, которые с ним рядом работали, иногда на это очень сильно злились, потому что он сам работал по 20 часов. И также всех кто был вокруг него, он тоже хотел, чтобы они точно так же работали. И он мог написать там час ночи, 12 часов ночи или в 5 утра. Валдес, ты сегодня не ходишь? Валдес. Если его что-то волновало. Мы сказали Ачу Литува, вот сейчас будет говорить Валдес.
поддерживает, я уж там не знаю, с какого времени, Кстати, это в Валдисе именно кричал Путин хуйло. С 11 августа. Привет всем. С кем не здоровался, но, наверное, всем здоровался. Я все-таки думаю, что один день победы будет все равно за вами. И этот день точно наступит. Я думаю, что после санкций, которые ввели, очередные санкции Беларусь и всем остальным компаниям, связанным с режимом Лукашенко, и я думаю, что они задушат режим без денег, он никуда не денется. Потому что все хотят кушать. Ну вот сейчас Лауринос уже... Цей трудом он пришли. Тоже голодный, потому что Уходи. всем надо... Вот, Я хочу быть пройти заключенным, тротуар. не знаю, надо просто... иметь Вы не силы имеете и права выжить заграждать проход. и надеяться, что Встаньте на день ступени, всем стойте там. приходить. И в Беларуси был день взятия не Бастилии, а Крестина. Стоял просто, Это да-да. же Днем национальной гордости, день Да-да. падения Крестина и падения Лукашенко. Ну это известный провокатор. А это известная парсониха за какой-то народ, но не белорусский. Отойдите от меня, 2 метра социальная дистанция. Здесь тротуар. 2 метра социальная дистанция. Вот вы видите, как полицейские охраняют нас от местного ебатьки. Ну сейчас свободный микрофон. Возможно, кто-то еще захочет высказаться. Ну, Я не журналист. я бы уже закончила стрим, так как здесь опять начинаются горячие разборки. В прошлый раз у меня, к сожалению, как раз выключился телефон, есть закон. когда У меня есть мобильный телефон. он провоцировал. Хорошо. Опять коллега пудрит мозги про то, что кто-то права не имеет снимать в общественном месте. Да. Я частный человек. Частный человек в общественном месте. Я был натхненным и молодым, и физичным. Зайду немножко подальше. Пьем на площади рады, с песней, что близко светло. Я думаю, что на этой песне, на нашей знаменитой песне как раз, которая заканчивается очень грустно, потому что амуры все растут. А песня глупня, амуры все растут. Я думаю, что нам пора оставить последние припевы, закончить на нем быстрее. Разбуры, турмы. Дорогие белорусы, сегодня Иван Купала. Я думаю, все загадали самое большое желание, доброе желание, то, о чем мечтают все белорусы, чтобы наша страна наконец-то стала свободной, чтобы наша страна не умирала, не теряла людей, чтобы вернулись молодые, сильные, чтобы наконец-то этот синепалый ушел, канул в лету, остался проклятием и уроком для белорусов. И поэтому я вас очень сильно прошу сделать выводы из этих всех 27 лет, чтобы больше никогда этого не повторилось. Не сотвори себе кумира. И дай Бог, как говорила моя бабушка все время, когда я еще была ребенком, мы не жили, так хоть наши дети поживут. К сожалению, у меня уже внучка, а мы еще не жили. Так вот я мечтаю, чтобы хотя бы и мы еще пожили, и наши дети. Живи, Беларусь! Будем разом. Давайте наберемся сил, найдем в себе эти силы, собраться в последнюю такой
выдох, который снесет этот режим, подумаем сейчас, что нам проще всего остаться дома. Мы не умрем с голоду, мы поможем нашим соседям, мы поддержим друг друга, и мы вернемся домой. Большое-большое вам спасибо. Живи Беларусь! Быстрее бы наши друзья оказались с нами. Заканчиваем.